Субханаллах. Говоря о бороде, братья, субханаллах, удивляет положение мусульман, людей, которые называют себя мусульманином, и видя бородатого человека, встают на дыбы, как будто они увидели: а, ты такой? Неужели тебя не пугает вид пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Неужели тебе недостаточно большого количества хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает тебе оставлять бороду? Не говорит тебе: если хочешь, оставь, это сунна, а говорит тебе: оставляй бороду, укорачивай усы. Недостаточно тебе? Недостаточно тебе действий сподвижников? Недостаточно тебе, что до 13 века мусульмане даже не знали, что такое бритье бороды? Первый человек в 13 веке побрил бороду, публично вышел. Недостаточно тебе, что 4 имама говорят, что это ваджиб? Недостаточно тебе в фикхе, братья, есть специальная глава, где говорится о запрещении уединения с тем мужчиной, у которого бритый. То есть, который запрещает тебе шариат даже уединяться с этим мужчиной. Потому что такой мужчина подобен женщине. Поэтому, братья, субханаллах, бойтесь уподобления. Бойтесь уподобления кафиров. Наша религия нам дала все, что нам необходимо.